В эфире программа «Актуальное интервью». В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Тема улучшения жилищных условий является одной из самых актуальных и острых для большинства граждан. О том, какие сегодня действуют механизмы по этому вопросу и как в них принять участие, мы поговорим с первым заместителем министра строительства Галиной Новиковой. Галина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько якутян улучшили свои жилищные условия за прошедший 2020 год? Но 2020 год, он был, в общем-то, непростой, но, несмотря на это, на территории республики было введено 520 тысяч квадратных метров. И вообще жилищный вопрос, он всегда очень важен, да, и для молодого человека, и для людей более старшего поколения. Поэтому всегда в республике и за счет республиканского бюджета, федерального и местных бюджетов предусматриваются средства для отдельных категорий граждан. Да? То есть непосредственно по линии Министерства строительства в прошлом году улучшили свои жилищные условия. Это 1209 семей. И было направлено 1 миллиард 700 миллионов средств вот на такие мероприятия. Вы упомянули молодые семьи. В каких программах сегодня может участвовать молодая семья для того, чтобы улучшить свои жилищные условия? Для молодой семьи это еще более важно, да, когда люди стоят в начале жизненного пути, когда молодые семьи только создаются. На территории Республики Саха-Якутия это мероприятие реализуется уже достаточно долгое время. Реализуется в рамках программы, государственной программы обеспечения качественным жильем. Есть, конечно, определенные условия, порядок разработан, он размещен, вернее, на сайте Министерства строительства Республики Саха-Якутия. Здесь есть определенные требования, то есть это молодая семья, возраст каждого супруга должен быть не более 35 лет, он должен быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. И у него должны быть определенные средства для того, чтобы оплатить разницу между социальной выплатой, которая предусматривается, и стоимостью того жилья, которое он приобретает. В том случае, если молодая семья не имеет детей, то расчетная стоимость жилья, от расчетной стоимости жилья социальная выплата выплачивается в размере 30%. Если в семье имеется один или более детей, то тогда социальная выплата увеличивается до 35%. И в данном случае, опять же, расчетная стоимость жилья определяется в каком порядке. То есть небольшая семья, когда состоит из 2 человек, в расчет берется однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метров, соответственно, социальная выплата рассчитывается, исходя из этой площади и стоимости квадратного метра, которая определена по территории Республики Саха-Якутия для данного населенного пункта. В том случае, если семья больше, 3 и более человека, соответственно, на каждого жителя 18 квадратных метров, и исходя уже из стоимости квадратного метра, 35% от этой суммы. Эта социальная выплата, она один раз выплачивается и на добровольных началах. То есть молодая семья сама принимает решение, либо она принимает участие, либо она не принимает участие. То есть возрастной ценз 35 лет. А что делать семье, у которой, ну, допустим, одному супругу уже 36 лет? Что тогда? Да, здесь вот в этой части, конечно, нам задают много вопросов, что же делать в этом случае. Но, во-первых, есть еще и другие меры поддержки, это льготное ипотечное кредитование. То есть в данном случае есть дальневосточная ипотека под 2% годовых. Здесь, ну вот я немножко не досказала, да, то есть здесь могут воспользоваться и молодые семьи до 35 лет, вот до 2%, которые годовых. Здесь первоначальный взнос 20%. На срок не более 20 лет, и максимальный кредит может быть 6 миллионов. Да? Далее у нас есть сельская ипотека, где до 3% годовых. То есть здесь уже нет ограничений по возрасту, но есть требование, что ты проживаешь, предположим, в сельской местности. Да? Максимальный процент кредитования 5 миллионов и первоначальный взнос 10 миллионов. Ой, 10%, прошу прощения. И есть у нас еще льготное кредитование, как государственная поддержка, семейная ипотека с господдержкой. Здесь в зависимости от того, есть определенный срок, то есть в том случае, если рождается второй ребенок, в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, то кредитование может быть предоставлено под проценты от 5 до 6% годовых. То есть программа еще на год вперед рассчитана? Да, да.
то есть, ну, достаточно широкий спектр, которыми могут воспользоваться как молодые люди, и вот та категория, у которых уже они вышли из этого возраста, и действительно по порядку, по достижению 36 лет, они из очереди исключаются. К сожалению, пока порядок такой. В какой орган и необходимо обратиться, и как вообще проходит процедура постановки на улучшение жилищных условий? Ну, практически по всем мероприятиям учет граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, или формирование этих списков по лицам, которые хотят принять участие в той или иной программе, которую они для себя выбрали, осуществляется через органы местного самоуправления. Задают вопросы, какие же категории могут быть отнесены к лицам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Первое, это граждане, которые не имеют, то есть своего жилья, то есть они не являются нанимателями жилых помещений по договору социального найма. Также есть категории, которые имеют свои жилые помещения и занимают их на основании договора социального найма, либо являются собственниками. Но в том случае, если на одного члена семьи вот эта площадь, которой они обладают, она менее учетной нормы. Также есть... То есть те самые 18 квадратных метров на человека. Да, то есть вот если менее, то они точно так же могут претендовать. Далее есть категории граждан, которые проживают в жилых помещениях, но они по критериям не могут быть отнесены к жилым помещениям, да, то есть когда-то, может быть, была проведена реконструкция административных зданий, вот какие-то такие помещения, которые к жилью не могут быть отнесены. И такие же граждане, которые проживают в квартирах, в которых проживает несколько семей, и там имеются больные люди с хроническими заболеваниями, совместно с ними невозможно проживание в силу определенного вот этого заболевания. Вот такая категория граждан, она может обратиться через орган местного самоуправления для того, чтобы их поставили на учет по улучшению жилищных условий. Вы уже сказали, что как альтернативный вариант люди, проживающие в малых населенных пунктах, могут рассчитывать на ипотечный кредит в сельской местности, Да. Но что касается людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий в селах, как им быть, куда обращаться? И по какой процедуре там проходит? Да, в селах тоже есть такая возможность улучшить свои жилищные условия, но здесь мероприятия, они осуществляются по программе комплексного развития сельских территорий. Безусловно, условием для того, чтобы встать на учет и участвовать в этом мероприятии, ты должен проживать на территории сельского населенного пункта. И в данном случае здесь еще нужно иметь определенные свои собственные средства для того, чтобы, не менее 30% по порядку, для того, чтобы оплатить разницу между тем жилым помещением, между стоимостью жилого помещения, которое планируется приобретать, и той социальной выплаты. В данном случае социальная выплата, она предоставляется в размере 70%, причем более 90% это 92% средств федерального бюджета. Ветераны труда – одна из самых социально незащищенных категорий граждан. Какие меры поддержки существуют для них? Здесь действительно есть такой вопрос. К сожалению, жилищных мероприятий по улучшению жилищных условий здесь не предполагается. У нас обеспечиваются жильем отдельные категории граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, граждане, которые участники боевых действий и так далее. Вот по ветеранам труда здесь только мера поддержки. Это социальная, скажем так, помощь в части граждан, которые по возмещению, по оплате за жилье и коммунальные услуги. То есть по обеспечению по жилищным условиям, к сожалению, таких мероприятий не предусматривается. Какие существуют программы улучшения жилищных условий для одиноких матерей? Одинокие мамы, но здесь вот отдельной программы как таковой нет, но с другой стороны нет и ограничений участвовать в других программах. Вот если брать молодую семью, то здесь речь идет не только о полной молодой семье, а точно так же, если один родитель, или одна мама, или один папа, он точно так же может принимать участие в этой программе. Так? То есть, соответственно, это один вариант. Второй вариант – это многодетные семьи, где тоже нет ограничений. То есть если семья имеет 5 и более детей, или семья имеет 10 и более детей, то она точно так же, мама или папа, могут принять участие. А какие есть программы для молодых педагогов? Сейчас активно развивается эта сфера по направлению, по обучению людей, чтобы они тем более в сельскую местность переезжали, как-то пополнять кадровые резервы. Какие меры поддержки существуют для них сегодня? Меры поддержки. Вот очень хороший вопрос. Вот вы сейчас предыдущий вопрос задавали про молодых, да, вернее, про одиноких мам.
Но, по моему мнению, вот эта поддержка, которая оказывается в рамках вот, семей, которые имеют там 5 и более, 10 и более, да, там, ну, понятно, что есть определенные условия. Сейчас немножко дополню, там есть критерии по сроку проживания, да, то есть если ты имеешь 5 и более, ты должен проживать не менее 20 лет на территории Республики Саха-Якутия. И если 10 и более, то там не менее 5. Размер этой выплаты зависит от количества членов семьи и умножается методом, расчетным способом, да, на стоимость квадратного метра на территории Республики Саха-Якутия. Если говорим мы про молодых специалистов, то здесь тоже есть меры поддержки, особенно те, которые выезжают у нас в арктические районы. И граждане, которые, молодые специалисты, отработали по договору 5 лет, соответственно, они имеют на социальную выплату в размере 50% от приобретаемого помещения. В расчет берется однокомнатная квартира площадью 45 квадратных метров. Ну что ж, будем надеяться, что уже в этом году как можно больше людей смогут воспользоваться этими мерами поддержки и механизмами, особенно те, кто в этом остро нуждается. Галина Геннадьевна, спасибо вам за беседу и всего доброго. Я тоже надеюсь на это, потому что ежегодно у нас средства выделяются, и в этом году также планируется по отдельным категориям граждан проведение дальнейших мероприятий. Еще раз спасибо и удачи. Спасибо. Пути и механизмы улучшения жилищных условий мы обсудили с первым заместителем министра строительства Якутии Галиной Новиковой. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.